в течение 15 лет ездил с археологами в Монголию. Когда на этом экспедиция по разным причинам закончилась, я думаю, боже, как я буду жить? Вот без этого всего. Я думаю, ну куда? Где еще можно? Ну, конечно, в Бурятии. Я стал ездить в Бурятию. У меня там был исследовательский проект в селе тоже Тонкинского района. Ну, и там у меня очень много знакомых завелось. Но парадоксальным образом я вот так и не знал про Аллу Цырикову. Ну, собственно, она уже умерла, а я узнал о ней только в 2002 году, когда журнал, который я издавал, пришел, принес свою статью, великолепную статью, человек, которого в музее все знают и помнят, Володя Кореняк. Вот. Эта статья действительно была одна из лучших, но просто вот как штрих. У меня корректор был, так-то, в общем, журнал держался на энтузиазме в значительной степени, но женщина-корректор постоянно вычитывала. И вот когда она прочитала письма Цырикова, которые там машину кусками вынесли, она под конец просто заплакала. Вот. Ну и мы с Кореняковым как-то решили, что надо, чтобы Цырикову увидели в Москве, тем более мы знаем, что они уже были заграничные выставки. Ну вот эта идея, в конце концов, Володя ушел, прежде чем эта идея осуществилась, но, слава Богу, она осуществилась. И я не вижу, как бы сказать, мой вклад в эту выставку заключался в том, что я просто нашел Сашу. Вот. Узнал, что у него есть основная коллекция у него. Ну и потом все-таки, слава Богу, когда-то ваш директор работал в нашем институте, мы с ним хорошо знакомы, когда мы пообщались, в итоге возникла идея поддержать эту идею. Вот выставка открылась. Если же говорить непосредственно уже обо мне как о зрителе, я считаю, я всем повторяю, что с моей точки зрения, более выдающийся художник на российско-советском пространстве, скажем, начиная там где-то с 70-х годов в нашей дни, не было и нет. Это можно объяснять еще моим недостаточным знанием. Понимаете, я многого в же не видел. Но вот из того, что видел, меня, конечно, просто убивает в хорошем смысле слова. Скажем так, я не знаю другого человека, у которого свет создавал такое ощущение красоты. Вот это просто поразительно. У меня какие-то, так по жизни получается, что какие-то живописные произведения или поэтические вещи ассоциируются с определенной музыкой. И вот для меня, как это ни странно прозвучит, может быть, для присутствующих здесь людей из Бурятии, а у меня в музыкальном плане ассоциируется не с какими-то даже монгольскими напевами, которые я очень люблю, которых у меня целая библиотека есть, а как ни странно с Вивальди. Причем с его концертами для флейты, где все очень нежно, тонко. 25 числа состоится открытие в нашем Восточном культурном центре.